Ағындағаны әйгін тапталақ төрөбүт дойдубун сүрәктин дуалын тарыдыған әйе қаталар әбиппин бағырдар күрянан кылбайды күтүнү қарынан бүрүнү бағырдар күнүнан орбуйду сыты ческанда Всем привет, дорогие друзья! Хочу поблагодарить всех за просмотры, за лайки, за комментарии. И очень приятно видеть новых подписчиков у меня на канале. А также хочу поблагодарить нашего бесстрашного водителя Николая и наших спутников Афанасия, Леонида, благодаря которым удалось заснять все эти видеоролики. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Приятного вам просмотра. Итак, в 6:30 вечера 7 марта по местному времени мы приехали в поселок Уснера районного центра Аймяконского района. Перекусили, заправились и в 8 вечера уже поехали дальше. Дальше у нас дорога лежит через реку Индигирка по автозимнику дороги Арктики. Расстояние Уснера-Хану 325 километров, а от Уснеры до границы Момского улуса 108 километров. С границы Момского улуса до села Чумпыкытыл остается 37 километров. Здраволарын, бұл беге аз жалла жокускай коратыдан 2 сутка болды, да? Да. Бүгін болмады, Басева Мартыннан. Празднигынан. Басева Марты жылы болды. Қастан болды? Мома береметіне. Мома кірінісі тегер кейді бет. Олеген өнден алыр ол. Бұл блогер Афанасий Потапов. Аңа бұрылы өнде блогер бұл. Блогер болы өнде манна жайды қанатын етті. Симпатичный емді беріп әді бет. Да, Рафитка дери. Аз бағада. По валунам едем. Арыктан сторона ежу. УАЗ Патриот. Инден бербай. КамАЗ. По ночной Индигирке доехали до села Чумпыкытыл в 3 часа 30 минут и решили там остаться, передохнуть до 7 часов утра. Перекусив, выехали с поселка Тетулях, продолжили путь. Погода облачная оказалась. С села Чумпыкытыл до первого населенного пункта села Соболов 154 километра. С города Якутска выехали 2 машины. Вот впереди идущая машина тоже вместе выехала с нами. А потом на теплом ключе по дороге встретили 3-ю машину. 4-й попутчик добавился к нам уже в Уснере. По сложной трассе желательно ехать с попутной машиной.
Не доезжая до местности Ан, что в переводе означает дверь, мы видим густой пар, исходящий от наледи. Здесь, как и во многих местах горной Индигирки, наледь образуется выходом подмерзлотных вод на поверхность. И вот впереди нас останавливается КамАЗ, идущий в нашу сторону навстречу. Остановившись, спрашивает, как дорога впереди, есть ли вода, и предупредил нас, что уже вот совсем недалеко уже... вошел в научную литературу из русского языка и обозначает одновременно два явления. Лед, сформировавшийся при замерзании воды на твердой поверхности, вода на поверхности льда. Под водой могут встретиться ямы и неровности. Второй участок уже подлиннее и поглубже, чем первый.
замиранием сердца мысленно просим духа дороги и госпожу Индигирку благословить наш путь. Как ледокол уже по рассказать идет по воде. В таких местах неизбежна поломка бамперов. Тут вообще вода ручейком бежит. Наличие прибывает с каждой минутой. Вот. Волна идет вот такая вот. Плывем как на моторке. И вот уже третий самый длинный участок. Плывем по воде. Ледяные торосы и глубокие снежные сугробы не дают возможности объехать эти участки. Приходится идти напролом. Впереди лед успел схватиться, поэтому водитель решил дать назад ход и пропустить впереди другую машину с железным бампером. Успели зайти очень далеко уже, поэтому задний ход тоже продлился достаточно долго. Так как вода прибывает очень быстро, два или три участка могли быстро соединиться между собой. Ситуация меняется каждую минуту. Ребята, дорого с машины погода надо, Мишка. Выбравшись на более-менее сухой участок, начинают рассматривать повреждения. Вот здесь отчетливо видно уровень воды, которую перешли, достигает почти капота машины, учитывая то, что эта машина очень высокая. Ломаются бампера, мороз быстро превращает в лед ходовые части машины. Перед второй попыткой водитель осматривает возможные повреждения. Начиная с Уснеры, температура воздуха резко понизилась и была больше минус 40 градусов. Но надо спешить, мороз быстро схватывает колеса
и превращает в лед. И к тому же с каждой минутой прибывает вода. Поэтому нужно успевать пройти вот этот участок. Yung madahan-dahan na. Tawa ka kasta. Tingkat niya, kulihan sa... Впереди идет машина с железным бампером, чтобы раскалывать ледяные глыбы. Вот такими трудными дорогами везут груз из Якутска до Мумы. Вода становится все глубже, и машину буквально заносит в сторону течением воды. Действительно, наледи здесь создают очень большую проблему. Чаще это происходит уже ближе к весне, в относительно теплый период, но никто не гарантирует, что это не произойдет и в 50-градусный мороз. А в январе-феврале как раз такая температура и держится. И наледи эти могут надолго остановить, в них проваливаются, в них вымерзают машины, техника и груз гибнет. Они создают массу других проблем. Мы проезжали эту наледь 8 марта, забегая вперед, 11 марта на 5 различных участках автозимника Индигир между Уснера и селом Хану произошел выход воды на проезжую часть. Общая протяженность наледи составила почти 28 километров. В связи с этим движение по автозимнику ограничено на этом участке. С наледями нужно бороться двумя способами – пассивным и активным. В первом случае нужно ждать ровно столько, сколько потребуется для того, чтобы вышедшая над коренным льдом вода замерзла настолько, чтобы слой льда выдерживал вес транспорта. Но людям не хватает времени, и народ начинает ломать лед. То есть находится кто-то, кто своей машиной ломает образовавшийся на наледи слой льда, а за ним уже быстренько едут другие, пока на этом участке вновь не образовался лед. Здесь очень важно не только то, насколько мощный слой льда приходится ломать, но и насколько глубока вода между верхним слоем льда и коренным льдом. Если слишком глубоко, то остается только ждать. Довольно часто случается, что машина проваливается. И вот, наконец-то, проехали участок с большой наледью. Индигирка – одна из наиболее крупных рек северо-востока России, имеющих самостоятельный исток в море. Ее длина вместе с истоками достигает почти 2000 километров. Останавливаемся, чтобы предупредить встречную машину. Здорово! Там жесткие наледи здесь. Сейчас мы поспешите. Дальше открываются красивые участки горных массивов. Это место здесь называют Анка. Отсюда и начинается труба. Вот глыбы камней. Вот такие вот глыбы. Там еще большие есть. С величиной двухэтажный дом. Вместе с островами местами река достигает 1,5-километровой ширины, а при входе в ущелье сужается до 100-200 метров, образуя несколько крупных порогов. Ан называется по-якутски. Дословный перевод — это дверь, но она как дверь открывается между двумя утесами. Река Индигирка. Kita butuh udah bendel. Orang kita butuh udah. Jurah kasih bikin butuh gol. Берег где. Вот часть ущелья, где постоянно дует ветер и полностью выметает весь снег со льда. На этом месте никогда не бывает наледи. Посмотрите, какие камни вот на утесах. И оттуда как будто бы вот упали, да? Большие глыбы. Тут
уже начинаются ветра между утесами постоянно. Круглогодичные ветра бывают. Еще приблизимся к местности Теллах. Там вообще постоянно порывы ветров бывают страшно. Ну так и назвали местность Теллах. По-якутски это по-русски переводит ветреный. Индигирка начинает прорезать хребет Черского, образуя почти 100-километровое большое ущелье, по-якутски Улахан-Капчагай. Еще это место называют Индигирская труба. Надо внимательно вот посмотреть на верхушки, а вдруг там наших вышеупомянутых горных баранов увидеть можно. Высота гор здесь местами достигает 2500-2800 метров над уровнем моря. Постоянные ветра так выдули снег и превратили все в каток сплошной, что мы маленько даже заплутали по дороге. Никто не замечает скромного труда простых жителей этих мест, которые перевозят грузы по очень непростым дорогам севера, существующим только зимой, когда вода замерзает и земля становится твердой, как камень. А многие реки на это время тоже меняют профессию и становятся дорогой. Они ничего не покоряют, их задача прокормить семью, и для этого они отправляются в нелегкий и даже откровенно опасный путь. И делают они это по несколько раз за сезон, пока земля еще твердая и есть работа. Придет тепло, и дорог здесь не будет, значит не будет и работа. А еще поражает кодекс взаимоотношений, выработанный на северных зимниках. Если у тебя что-то случилось, никто не проедет мимо, не попытавшись помочь тебе. Те будут решать проблему сообща как свою. Иначе здесь никак, без посторонней помощи, иногда можно просто не вернуться домой. Сегодня помог ты, завтра помогут тебе. Особенно это актуально в самые холодные месяцы, январь-февраль. Тогда температура опускается до 50 и ниже. Тогда счет идет на минуты. Думать и решать проблему нужно быстро. Территория северо-востока России огромная, но дорогами небогата, и построить их там, видимо, не скоро. Зато природа щедро наградила эту часть земли реками. Вот наш второй Кавказ. Вот такие глыбы лежат. Выше человеческого роста. Так что приезжайте в Мому. Красивая природа. Своими глазами посмотреть все эти красоты, запечатлеть. Экскурсия стоит 15 тысяч. Да. Ну и дикарем тоже можно приехать, как я. Таксистов нанять, вот таких вот смелых парней. И приехать. Народ здесь дружелюбный, гостеприимный. Сама природа
Индигирка в транспортном плане самая сложная. Это неудивительно, учитывая ландшафт этой реки. Индигирка ведь пересекает довольно высокие горы хребта Ческого, и здесь есть участок, который называют Индигирская труба, где река входит в очень тесное ущелье, и летом тут нормальные такие пороги, имеющие даже спортивные категории сложности. Поэтому летом навигация по реке только участками. Летом от Усмеры ниже ходят мелкие катера до старательских приисков и не далее поселка Тибыля. А дальше в трубу уже никто не суется. Даже на моторных лодках редко кто отваживается. В нижней части навигация более активная и существует от устья вверх до поселка Фанул. Да и то здесь все зависит от уровня воды. Если вода упала ниже необходимого уровня, все, сиди рыбу лови, жди, когда воду дадут. Вот и не успевают завести горючку за весь период навигации. Потом приходит зима, река становится и начинают завозить все грузы уже по зимней дороге, которая по реке и проходит. Вот и в этот период все очень зависит от поведения реки, и как раз самый проблемный участок в этой пресловутой трубе. Вот там вторая машина подъехала. Вот кругом город такие. Смотри, какая красота. В настоящее время Индигирка является одной из главных водно-транспортных путей на северо-востоке России. Строение скал здесь особенно хорошо просматривается. Некоторые вершины гранитных массивов сложены плоскопараллельными плитами, издали напоминающими громадных людей. Это особая форма разрушения гранитных пород. В гребневой части других массивов рельефно выступают изолированные, слегка наклоненные столбовидные останцы. Видны громадные, хорошо отполированные обелиски, а рядом с ними небольшие столбообразные выступы. Отдельные вершины гранитных массивов напоминают островерхие каски. На фоне более темных осадочных пород ряд вершин гранитных выступов, отличающихся пестрой окраской, выглядит особенно красиво. На перерыве чай пить. Ждем сопутствующие машины, которые едут сзади, чтобы продолжить путь. Сейчас поедем дальше. Туда. Дальше. Когда все приехали, мы продолжили путь. Уже не так уж далеко осталось до близлежащего поселка Соболов. Расстояние от трубы до поселка Соболов примерно около 40 километров. Места здесь тоже опасные, с образованием пустот и промоин подо льдом. Во время ледостава река замерзает неравномерно. На участках с быстрым течением лед постоянно ломает, зашуговывает. На перекатах образуются заторы от оторванных ледяных припоев. Результат – образование торосов. Bu sefer berikan maktal. Olur tabii. Bu be.
Bu setlerinin olurluklar verilir. Cennette, Allah, Acaba. А здесь начинается сплошной каток большой. Вы только посмотрите, каким бирюзовым оттенком отдает лед. И по состоянию льда можно смело утверждать, что здесь вода кристально чистая. Это болото дорожников. Вот оставили прицеп, чтобы лед. Как видимо, что-то случилось. В этой местности постоянно тоже наледи выходят. Тут машина провалилась. Это место называется Теллах, в переводе с якутского «ветреный». Дует здесь круглосуточно и очень качественно, плюс постоянная наледь и пустоты. Проезжаем мимо провалившегося и застрявшего во льду прицепа с каменным углем. Здесь очень проблемный участок. Местный Теллах. И вот долгожданный поворот в сторону берега. Мы выходим из Индигирки и заступаем на твердую землю. Тут переполняет чувство радости многих путников, потому что вот наконец-то позади самые трудные дороги. При въезде на берег останавливаемся, чтобы сделать подношение духом леса и получить благословение на дальнейший путь. Проехав немного, мы останавливаемся у священного места, где покоится моя прабабушка. По сути, это моя историческая родина. По рассказам местных стариков, она была почтенная и уважаемая, в свое время великая удаганка этих мест. И жили они здесь, именно на этом месте, в местности Чебагалах. И моя мама тоже рассказывала, как они тут жили, когда она была совсем маленькой. К сожалению, я не застала это время, но почтить память своих предков я, конечно же, обязана. Мысленно поприветствовала и попросила благословения от своих великих предков. И вот в 3 часа 30 минут дня мы заезжаем в первый населенный пункт после Кебеляха, поселок Саболок.
Здесь нахлынули воспоминания о молодости, когда я здесь после школы приехала работать на ферму дояркой. И частенько ходили по этим дорогам. Но через год союз распался, и ферма тоже распалась. Поселок Соболов располагается на левом берегу долины реки Момы, правого притока Индигирки, в 22 километрах южнее Хану. Население составляет на 2018 год 249 человек. Здесь имеется дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждение здравоохранения и торговли. И, конечно же, здесь есть и чайная, и сотовая связь. По пути заехали к знакомому водителя и угостились чайком. И вот мы покидаем поселок Соболов с замечательными людьми, где связано много воспоминаний первых лет после школы в моей жизни. И вот уже проезжаем летний пришкольный лагерь Омак-Сысы. А вот и летний в Джаргалах. Участок Сонтир почти уже соединился с районным центром селом Хану. Раньше тут была большая ферма совхоза Момский. И вот, наконец-то, добрались до конечной точки назначения, до села Хану. Это районный центр Момского района. Основную часть населения по национальному составу составляют якуты. Здесь также живут русские, эвены, эвенки, юкагиры и другие национальности. Средний возраст населения 30 лет. Население работает в основном в бюджетных учреждениях, школах, администрации, учреждениях здравоохранения и так далее. Имеет место индивидуальное предпринимательство. В окрестностях села находится местная достопримечательность Ю-гора. Как понятно из названия, эта гора с залысиной в центре в лесном массиве в форме буквы Ю. На этом завершается мое автопутешествие по зимнику Якутск-Мома. Всем спасибо за внимание, благодарю за просмотры, поставьте свои комментарии и не забудьте подписаться на канал. До новых встреч и всего вам доброго!